Друзья, сегодня у нас спецвыпуск «Сыны свободы». Мы сегодня в Кишиневе, в правительстве, а точнее в Министерстве образования. У нас сегодня интервью с министром образования Республики Молдова Даном Перчуном. Смотрите, будет очень интересно. Господин министр, благодарю, что нашли время принять нас в Министерстве образования и ответить на наши вопросы. Спасибо, что приехали. Господин министр, этот вопрос не могу не задать. Вчера, буквально сегодня мы записываем это интервью с вами в пятницу, 23 февраля. Вчера, 22 февраля, в четверг, появилась новость о том, что Виктор Петров был включен в санкционный список Европейского Союза. Виктор Петров, заместитель Башкана или заместитель председателя исполнительного комитета, правильно называть его должность, который, почему я задаю вопрос по поводу Виктора Петрова и его включения в санкционный список, потому что Виктор Петров в Гагаузии курирует сферу образования. Как это может сказаться на системе образования на территории Гагаузии? Ну, у нас и до этого не было очень тесного сотрудничества с господином Петровым, и, в принципе, и в будущем мы его не предвидим. Мы общаемся напрямую с дирекцией образования с Гагаузии, с госпожой Кристевой, и у нас, в принципе, были достаточно хорошие связи до сих пор, и я надеюсь, что и в будущем будет будет дальнейшее сотрудничество. Был, конечно, тот инцидент с орденом насчет вывода детей на 2 февраля. 2 февраля. Но вы видели реакцию министерства, госпожа Кристева отреагировала, орден... Указ вы имеете? Да, указ аннулировала, и этот эпизод был, мы его прошли, я думаю, он не повторится в будущем. А насчет господина Петрова, в принципе, до сих пор у нас не было никакого общения, и я, как говорил, не предвижу его в будущем. Хорошо, а как вам убедить госпожу Кристеву отменить этот указ? Ну, поскольку... Просто реакция или что-то еще? С нашей точки зрения он был илléгален, и он означал превышение ее полномочий, и, в принципе, мы были готовы пойти в ЧНА по этому вопросу. И я думаю, что она, в принципе, поняла из реакции министерства, что с нашей точки зрения был предпринят неправильный шаг, и указ был аннулирован. Хорошо, а вот как происходит распределение полномочий на территории Гагаузии между министерствами и управлением образования? Потому что в Гагаузии есть тоже свои компетенции в сфере образования. Во всяком случае, они предусмотрены законом об особом правом статусе. Ну, с точки зрения Министерства образования у нас те же самые в очень большой мере то же самое взаимоотношения с Гагаузией, как и с другими регионами Молдовы. Министерство отвечает в первую очередь за методологическую часть, за административную часть управления школами и управления садиками, в принципе, отвечают местные власти, хотя все финансировано из бюджета. И в этом смысле распределение обязанностей, оно идентично и другим районам. Есть один единственный вопрос насчет выбора главы дирекции образования, поскольку, в принципе, Кодекс об образовании говорит о том, что этот человек должен пройти конкурс, должен быть выбран на 4 года, не может состоять в этой должности больше 8 лет. Но в Гагаузии есть особенность, что председатель дирекции, он не член правительства, местного правительства, то, чего нет в других регионах, поэтому тут есть определенные разногласия, но мы пытаемся этот вопрос тихо, мирно обсуждать, без того, чтобы идти на какие-то действия с чьей-либо стороны. Будете предусматривать или предлагать изменения этой практики, или пока идет как идет? Пока идет как идет. Я думаю, мы не будем, как я говорил, как-то акцентировать на это внимание. В принципе, да, в Гагаузии выбирается не через конкурс, это, в принципе, политическое назначение, но есть сам вопрос выбора и переизбрания, он существует. В этом смысле на данном этапе мы считаем, что в принципе этот вопрос закрыт. Этот вопрос закрыт. Вы упомянули, что министерство курирует вопросы, связанные с куррикулумом, да, и образовательной частью.
То есть в школах Гагаузии, не только в Гагаузии, вообще по всей стране. Во всяком случае, на той части, которую контролирует правительство Республики Молдова. Что касается воспитания, потому что воспитательная функция у школы по-прежнему остается, да, через различные предметы. В условиях войны, которая идет в Украине, российской агрессии, с которой сталкивается в том числе и Республика Молдова. Республика Молдова особенно сталкивается через информационное пространство и не в последнюю очередь через те самые культурные связи, которые Россия очень активно продвигала в регионах, которые считает дружественными в Республике Молдова. С этой точки зрения, как происходят дела на территории Гагаузии, Министерство и государство Республика Молдова стремится каким-то образом обезопасить школы от культурного воздействия, культурного в смысле пропаганды, да, воздействия Российской Федерации на систему образования? То, что мы будем предлагать в этом году, это изменение плана кадру. Это список предметов и число уроков. Будем предлагать школам, которые преподают не на румынском, больше преподавать на румынском, больше преподавать на гагаузском, украинском, либо другом языке нацменьшинств. Этот план, он будет предоставлен как возможность. В принципе, школы могут выбрать остаться на по прежнем языке обучения, регламентировании, либо все-таки более большое количество часов предоставлять румынскому и гагаузскому или украинскому, болгарскому языков и так далее. Мы думаем, это очень важно для нацменьшинств, и будем эту возможность предоставлять. В основном план изучения румынского языка для взрослых, который активно внедряется, в том числе и в Гагаузии, для нас видится как возможность, опять-таки, обсуждать с жителями региона, продвигать, в принципе, румынский язык в регионе и больше сотрудничать с регионом в целом. Есть ли какие-то особые действия по тем вопросам, которые вы говорили о русской пропаганде и так далее? Из Кишинева информации из Гагаузии поступает, в принципе, в Кишинев информации из Гагаузии поступает не так много. Из Гагаузии в Кишинев? Да. И у нас нет очень такого хорошего и до конца понимания, насколько это присутствует в гагаузских школах на данный момент. Из того визита, который я предпринял... Сейчас недавно были в Гагаузии. Недавно был в Гагаузии, общались с директорами. В принципе, я не почувствовал какого-то агрессивного продвижения каких-то русских нарративов в тех школах, где мы были. Большой акцент делается на мультилингвизм. Стараются учебные заведения в Гагаузии предоставлять возможность изучения и гагаузского языка, и румынского. В принципе, есть определенная открытость в этом плане. Но наверняка нужно быть более бдительными и внимательными из центра в том числе. И нам хотелось бы и из самого региона насчет каких-либо движений в смысле продвигания каких-то русских нарративов в школах. Смотрите, когда я говорю, кстати, очень интересный вопрос, я хотел бы к нему вернуться по поводу план кадру, да, по которому вы говорите. Но вот поскольку мы здесь, уточняющий вопрос. Когда я говорю про русскую пропаганду, я говорю, опять же, про праздники и те символы, которые продвигаются в школах. Да? Это же 9 мая, там, я не знаю, память об афганской войне. У нас вдруг начали активно появляться в селах памятники воинам-афганцам. Как бы, с одной стороны, оно и неплохо, но с другой стороны, мы видим, как российская пропаганда это использует в свою цель. Вот именно в эту воспитательную часть, да, какие праздники, какие символы продвигаются через вот эти вот праздники, атрибуты в школах, вы каким-то образом это отслеживаете, и у вас есть какой-то план в целом у министерства или нет? Это не только Гагаузия, кстати, север тоже. Мы, конечно, пытаемся. К примеру, 1 сентября по всей Молдове мы организовывали день продвижения европейской интеграции. В Гагаузии этого сделано не было.
У нас сейчас проходит трехнедельная кампания, опять-таки, по продвижению европейской интеграции в школах. Будет выставка работы детей на следующей неделе в президентуре. Будем приглашать ребят со всей Молдовы, которые написали эссе на эту тему, которые сделали рисунки на эту тему и так далее. То есть мы это делаем, но здесь очень важно хорошее взаимодействие с местными властями и, конечно, зависит очень сильно от видения местных властей, поскольку у нас система образования на данный момент децентрализирована. И реальные возможности у министерства гарантировать имплементацию своих политик в каждой школе Молдовы на данный момент нету, поскольку директора школ, они выбираются местными властями, и само внедрение политик зависит от местных властей, поэтому в тех регионах, где, скажем так, геополитическое видение ситуации иное, конечно, когда исходят определенные указы, либо предложения от министерства, они проходят через очень такой сильный местный фильтр, и не все доходят до выполнения в школах. Вы говорите, местные власти, имеете в виду районный уровень? Районный уровень. И на уровне Гагаузии это управление образованием. Да, управление образованием. Кадровый норматив, да, о котором вы говорили. Правильно ли я понимаю, что министерство будет продвигать идею того, чтобы было больше предметов, которые будут преподаваться на румынском языке и языке нацменьшинств, правильно ли я понимаю? Да, мы будем, во-первых, предлагать более большое количество часов самого румынского языка для изучения румынского языка как такового, да? В нерумынскоговорящих школах. Будем предлагать более большое число часов для изучения других языков нацменьшинств, не либо русского. К примеру, в украинских школах, имея в виду всю ситуацию, которая сейчас есть, они хотят изучать больше украинского, если можно, меньше русского. Это на севере мы говорим, да? Школа на севере в основном? Есть разные, да, есть и в Кишиневе, поэтому у них будет такая возможность, если они захотят. Мы не будем никого пока заставлять идти в определенное направление, но у кого есть желание, у кого есть понимание важности этих вещей, будет возможность. И будем пытаться, вот то, что вы говорили, это про мультилингвизм, когда, в принципе, и другие предметы, нежели румынский язык, преподаются на румынском в нерумынскоговорящей школе. Есть такие хорошие примеры уже в Гагаузии, и в садиках, и в школах. И тут мы разрабатываем план вместе с иностранными партнерами поддержать эту инициативу. В этом смысле, в принципе, в Гагаузии есть довольно большой интерес, в том числе и определенная вовлеченность местных властей в продвижение такого типа программ. И это хорошо, и мы будем продолжать в той же мере. Тут главная сложность в нахождении либо румыноговорящих, которые живут в Гагаузии, могут преподавать, либо, в принципе, русскоговорящих гагаузов, которые знают румынский достаточно хорошо, чтобы они могли бы преподавать какие-то предметы на румынском. Мы думаем, о каких стимулов мы можем сейчас предоставить учителям не из Гагаузии, чтобы они как бы приехали в Гагаузию и преподавали, либо как помочь тем, у которых есть определенный уровень языка, все-таки его поднять на достаточный уровень, чтобы они смогли преподавать эти предметы. Я понимаю, предполагаю, почему вы это делаете сейчас как бы на такой, можно сказать, добровольной основе, да, то есть как бы хотят перейдут, не хотят, не перейдут, потому что я полагаю, что есть определенные проблемы с количеством человеческих ресурсов. То есть сейчас невозможно, я так понимаю, внедрить дополнительные предметы, преподаваемые на румынском языке или, допустим, на том же гагаузском языке. Но есть ли у вас какое-то видение того, как быстро может быть решена эта проблема? Допустим, скажем, через 5 лет министерство будет готово определенное количество предметов перевести на румынский язык в той же Гагаузии или на гагаузский? Тут нужно признать, что, к сожалению, многие годы центральная власть не особенно задавалась этим вопросом. Был сделан очень хороший шаг вперед с этой программой обучения румынского языка. Нас удивило
сколько запросов пришло от людей, чтобы участвовать в этой программе. Я должен признать, что были люди в правительстве, которые скептически смотрели на эту программу, думали, что никто все равно не захочет, зачем тратить государственные деньги. Оказалось наоборот, и нас это очень сильно порадовало, что есть желание у русскоговорящих изучать румынский язык. И этот первый шаг был сделан. Сейчас следующий шаг, я надеюсь, за месяц, полтора месяца у нас будет ясная программа, которая ответит вот вашему вопросу, сколько учителей нам нужно румыноговорящих, чтобы, к примеру, в Гагаузии мы могли преподавать еще один, еще два, еще три предмета в N количество школах на румынском. И сколько есть учителей в этих школах, которые на данный момент имеют какой-то уровень румынского, который можно было с кем работать. Сколько, в принципе, нужно привлечь не из Гагаузии, потому что нет там ресурса такого, говорящего на румынском. И какие должны быть финансовые стимуленты, чтобы человек захотел, не знаю, из Лёвы, либо из Кагула, да, приехать. Вокруг Камрата много молдавских сел, я думаю, есть откуда черпать человеческие ресурсы. То есть вот на данный момент такого еще документа нету. Мы его сейчас разрабатываем. Конечно, будем и из госбюджета искать ресурсы, будем и с партнерами говорить, чтобы была очень такая четкая, ясная программа дальнейших действий в этом направлении. Опять-таки, из того, что я видел в Гагаузии, с теми, которыми я общался сейчас, есть интерес, есть запрос на это, и было бы на уровне управления образования, правильно понимаю? На уровне управления образования, в тех школах, где мы были. Я не знаю, насколько это декларативное, в смысле того, что приехал министр и нужно показать себя с хорошей стороны, насколько это реальный запрос, но я выбираю верить, что это реальный запрос, и мы должны делать больше, чтобы эта возможность у всех существовала. Вы, кстати, когда вы посещали Гагаузию, вы были только потому, что вы были в лицее Третьякова, да, бывшая 5-я школа Камрадская. Вы где-то еще были, кроме этой школы? Да, мы были в садике, и который, опять-таки, где есть новый построенный садик, турками 2018, он на окраине, на окраине Камрата, там преподают на румынском и на русском, и на гагаузском. Один день, один язык, в принципе, видели деток, стараются, есть румыноговорящие преподаватели там. Нам очень понравилась программа, нужно ее опять-таки продвигать, масштабировать и так далее. И были в самом университете. Кстати, вы когда говорите, что у вас там вы видите интерес, да, в самой Гагаузии, плюс вы сказали, что есть вот этот вот хороший опыт, да, вот этот трилингвизм, да. По вашим ощущениям, насколько это декларативно действительно, насколько действительно он практикуется, этот трилингвизм, да, как они заявляют. Один день говорят на русском, другой день на румынском. Потому что мне, например, сложно представить, мне это больше кажется для пиара, хотя мы, наверное, как журналисты должны пойти туда и проверить, как бы, и мы наверняка это сделаем, но из того, что мы слышали, это просто так декларативно, по вашим ощущениям. Ну, скажу так, наши коллеги были до этого в Гагаузии недавно, где-то за месяц до того, как я туда приехал, в неанонсированном визите. Конечно, уровень преподавания румынского в гагаузских школах оставляет желать лучшего. Оставляет желать лучшего. В этом году мы будем приглашать всех преподавателей румынского языка в Кишинев. Будем их, наверное, тестировать, чтобы определить реальный уровень знания языка. И будем предлагать бесплатные курсы для повышения квалификации. Мы встречались сейчас, когда я был в Гагаузии, и с теми, которые преподают в школах румынский язык и которые преподавали в этой программе для взрослых. Там мы видели очень реально хороших специалистов, которые делают эту работу. Но я бы не сказал, что это по всей Гагаузии есть такой уровень. Опять-таки, это исходя из того, что видели наши коллеги, которые присутствовали на уроках, общались со всеми, с более большим числом учителей. Поэтому, опять-таки, мы попросим их пройти тест по знанию языка и будем предоставлять курсы в зависимости от их уровня, чтобы им помочь повысить свою квалификацию, чтобы эти уроки были хорошее было бы преподавание. Поэтому
Хорошо, что есть желание, в принципе. Когда приезжает министр, есть и определенные результаты, скажем так. Насколько это масштабно и насколько это в принципе качественно, тут и ваши, как бы, если и журналисты нам помогли, нам тоже было бы проще понять. Но нам очень четко ясно, что нужно больше внимания уделять повышению квалификации этих учителей из госбюджета, поддерживать их, потому что в Гагаузии нет натуральной среды общения. И даже люди, которые, не знаю, хорошо говорили на румынском 15 лет назад, всегда живут в Гагаузии, не с кем общаться. Язык, он, если им часто не пользуются, да, конечно, теряются навыки. И важно, чтобы министерство больше уделяло внимание этому вопросу и обеспечивало бесплатными курсами этих людей и поддержкой. Тут программ-кадру, да, возвращаясь, последний вопрос по поводу него хочу задать, да, то есть как бы вот это продвижение самого румынского языка в школах, да, сейчас проводятся курсы, о нем я еще пару уточняющих вопросов задам, но, допустим, если говорить о продвижении, увеличении количества предметов преподавания на румынском языке, тут вопрос, где-то вы уже частично ответили, но просто уточняю, да, министерство видит это как внедрение дополнительных предметов изучения на румынском языке в существующих школах или рассматриваете ли вы путь открытия новых школ на румынском языке преподавания на территории Гагаузии? Нет, мы говорим об существующих школах, просто увеличение. И не увеличение количества предметов, а перехождение преподавания предметов с одного языка на другой. Из новых образовательных учреждений, где будет преподавание на румынском, есть вот этот индустриальный колледж, который, в принципе, откроется. Когда? Окей, скажите потом. Реалистически в 2025 сентябре будет первый... То есть с нового учебного года? Да, потому что до этого сентября я не думаю, что мы успеем найти достаточно учителей и закрыть все вопросы и с турецкой стороной и так далее, чтобы мы смогли уже сейчас начать набор, но до 2025 это очень реалистично, и там преподавание будет и на румынском, и на гагаузском, и на английском. Русского языка там не будет? Там не будет. Как преподавание, да? Потому что этот вопрос поднимали на народном собрании, там очень удивились, как так русского языка не будет и так далее и тому подобное. Да, но как бы тот факт, что там будет преподаваться на румынском и гагаузском языке, это как-то их не успокоило. Говоря о курсах румынского языка в Гагаузии, вы говорите, что вы не ожидали такого большого количества запросов. Когда вы говорите о том, что вы будете это все масштабировать, что это означает? Больше преподавателей на румынском языке, больше курсов, больше людей будете набирать? Что вы имеете в виду под этим? Ну, в этом году число мест, оно осталось, в принципе, на том же уровне, даже немножко оно снизилось по сравнению с прошлым годом. Но, имея опыт прошлого года, мы хотим сделать акцент на качестве. Поэтому мы удвоили число часов на каждый уровень, чтобы была возможность больше практиковать. Мы нашли вот сейчас партнеров, вместе с которыми мы будем выдавать учебники. До этого все было в электронной форме, к сожалению, не все могут ими пользоваться, и вот это будем. Будем, в принципе, искать учреждения, где мы могли бы устроить постоянные центры обучения, обустраивать специальные классы для тех учреждений, где эти курсы будут и в дальнейшем проводиться. И в такой средней перспективе, конечно, нужно увеличивать бюджет. В этом году бюджет тоже, как и в прошлом году, но число учащихся немного уменьшится, потому что мы удвоили число курсов. И нужно повышать бюджет и, в принципе, да, масштабировать, в том числе, чтобы все больше было людей, которых могли на эти курсы ходить. И в Гагаузии есть свои сложности, связанные с неимением среды общения. Это, в принципе, самый большой вопрос по sustainability, устойчивости этой политики, потому что, не знаю, человек дойдет до уровня B1, к примеру, а потом языком не будет нигде пользоваться, и за 2 года, конечно, потеряет те навыки, которые он набрал. Но все равно для нас важно, что
человек ходит на курс, у него есть интерес, он пытается, он общается. Я думаю, это хорошо и для межнациональных отношений, и человек становится более открытым, менее скептичным. Нас очень сильно порадовало, что те, кто преподает курсы, говорили, что когда-то в Гагаузии стоял такой вопрос, зачем нам знать румынский, нам он все равно нигде не нужен. Сейчас такой вопрос не стоит. Сейчас они говорят, что, в принципе, поменялось отношение, люди начали, особенно молодые люди, как-то родители, начали более понимать, что язык, в принципе, нужно знать, нужно интегрироваться, есть смысл обучаться и так далее. И это не может не радовать, что есть вот такое измененное отношение, в принципе, к этому вопросу. У нас читатели, мы даже материал писали по этому поводу, на сайте НОКТ он был, задавал вопрос относительно курсов румынского языка на левом берегу. Как с этим обстоят дела? Потому что, насколько я понимаю, министерство обещало, что, в принципе, окажет поддержку и там. Как там обстоят дела на левом берегу? Оно есть. Есть наши школы там. В зоне безопасности в основном, нет? Да. Те школы, которые в зоне безопасности, есть и школы в Тирасполе, они эти курсы предоставляют, и там также есть интерес, должен вам сказать. Там есть свои сложности, связанные с дескуражаря. Это, скажем, нет стимула, да? От тех властей, люди, которые на эти курсы ходят, конечно, есть определенный мониторинг всего этого и так далее. И атмосфера не такая, что это сильно стимулирует. Да, вот именно, да. И там есть свои риски безопасности, в принципе. Но интерес есть. Риски безопасности для тех, кто хочет изучать румынский язык? Да. То есть настолько все плохо? Я вам скажу, что в этих школах все больше появляется желание родителей русскоговорящих, чтобы ребята, которые там живут, ходили в румынские школы. И очень активно это не стимулируется местными властями. То есть запрос у населения есть, а власти пытаются это все подавлять. Да. Еще один вопрос, связанный с образованием. У нас, в принципе, свободная страна, и есть соглашения с различными странами, и различные страны продвигают стипендии в Молдове среди выпускников для обучения, для наших выпускников, чтобы они обучались там. Турция это делает, да, выделяет стипендии, Болгария это делает, и Россия очень долго это делала. По моей информации, не знаю, насколько вы мониторите ситуацию, в Гагаузии количество выпускников лицеев из Гагаузии уже в 2023 году, который уехал учиться в Россию, уровень вернулся практически до того, что был до 24 февраля 2022 года. Вы отслеживаете каким-то образом эту ситуацию, и министерство каким-то образом что-то делает, или может что-то министерство здесь сделать? Потому что, с моей точки зрения, да, это не совсем хорошая тенденция. У нас нет таких данных. Люди, в принципе, могут приходить и запрашивать какой-то сертификат о правдивости диплома. Но мы не знаем, для чего они это запрашивают, едет ли они в Сорбонну или в Питер, в принципе. Поэтому у нас такого глубокого понимания, куда наши выпускники едут, сколько из них едут в Германию, сколько в Россию, сколько в Италию. Нет у нас такой агрегированной статистики. Вы ставите перед собой такую задачу или нет? Отслеживать? Отслеживать, может быть, мы и можем, но я не вижу инструментов, как мы могли бы запретить. Тут не речь не о запрещении, свободная страна. То есть, Для мониторинга, возможно, было бы хорошо иметь такую статистику, но даже имея ее, вопрос, что мы в дальнейшем будем с ней делать. Строго ради интереса и понимания, какие опции видят для себя молодые люди, наверное, было бы хорошо ее иметь. И вот задали хороший вопрос, задумаемся об этом, но на данном этапе мы не собираем такую загрегированную статистику. Что касается, вы говорили, тут несколько вопросов возникает. Первый вопрос связан
с образцовыми школами, которые внедряет министерство этот проект. 35 школ, по-моему, будет по всей стране открыто. В Гагаузии, если вы пытаетесь, и вообще, что с этими школами, что они будут из себя представлять, скажем так? Ну, мы исходим из очень тревожных результатов, которые мы видели на PISA. PISA это иностранный тест, который проходит больше 80 стран. И то, что оно показало в случае Молдовы, это что примерно 50% всех наших учащихся не достигают минимального уровня знания языка и минимального уровня математики. И когда мы смотрели на более детальную статистику, мы видели, что в маленьких сельских школах более 7 из 10 учащихся не достигают этого уровня. Поэтому мы решили идти по дороге стимулирования создания более больших региональных учебных заведений. Мы выбрали школы, в которых уже учатся более 500 детей, и есть, в принципе, еще где-то до 200 мест. Пытаемся инвестировать в инфраструктуру, в экипаменте, в оборудование, в залы, спортивные залы и так далее, чтобы... Инфраструктура. Да, чтобы выглядела школа достаточно привлекательно для родителей и для учащихся, чтобы было хорошее качество образования. Покупаем 70 автобусов в этом году, готовы предоставлять родителям, у которых дети сейчас учатся в школах, где меньше 50 детей, ежемесячные выплаты до 50 евро в течение 2 лет, если они поменяют школу, с той целью, чтобы стимулировать родителей все-таки выбирать учебные заведения, где мы знаем, что качество образования лучше и где у детей будет более хорошие шансы сдать экзамен и потом выбрать, куда они дальше хотят пойти, но чтобы они достигали этого минимального уровня знаний, которые, в принципе, мы для себя ставим. То есть цель этого проекта — создать магнит на региональном уровне для привлечения... Центры притяжения образования. Центры притяжения, да. И мы идем строго по такому стимулятивному модели, где мы предоставляем выплаты, хотим бесплатные обеды предоставлять для детей, которые на транспорте приезжают в школу и так далее. То есть пока идем по очень будем работать с родителями, объяснять и надеемся, что они, в принципе, будут открыты к этому предложению. Но нет облигативитати, нет обязательства. Да. Нет обязательства. Если они хотят и дальше идти в очень маленькую сельскую школу, это их выбор, конечно. Господин министр, вопрос, связанный с выпускными классами после гимназии. Речь шла о том, что министерство внедрит примерно ту же систему, которая существует при сдаче БАКа. Угу. Скажем так. Ну, из-за этого возник скандал в Гагаузии. Насколько я понимаю, министерство тогда ответило, что это... И мы с вами, по-моему, проводили интервью на румынском языке, оно у нас было на ногте в цене свободы. Вы говорили, что это пока такой, опять же, рекомендательный характер. Я так понимаю, что вы хотите повысить уровень знаний или, скажем так, внедрить систему, которая четко бы оценивала уровень знаний после гимназического цикла. Ну, скажем так, у нас была гипотеза, что в 9 классе происходит фальсификация на экзаменах, скажем так. Мы начали смотреть данные, анализировать, посмотрели ситуацию по всей стране, и мы исходили из разницы, которая есть в пропорции хороших оценок после бакалавра и после 9 класса. Посмотрели мы по ситуации по всей стране и увидели, что в принципе очень большой разницы нет. Мы бакалавру верим, уверены, что там вещи происходят правильно. И потом все-таки решили, давайте посмотрим ситуацию в каждом районе. И нашли 8 районов, где систематически следующая картина. После 9 класса 10-15% всех учеников имеют 9 и 10, а на экзамене бакалавра 0 детей сдают на 9-10. Либо 9 класс дают все по математике, а бакалавр 40% не сдают по математике и так далее. То есть явно, что
эвалуария. Оценка после 9 класса неправильная, нереальная. И есть системные проблемы в том, как это оценивание происходит. Поэтому мы приняли решение в министерстве, что в этом году мы камеры ставить не будем, но будем организовать определенные административные меры для того, чтобы быть уверенными, что экзамены происходят правильно. Будут выезжать мониторы, волонтеры официальные с министерства в эти 8 районов, в 197 школах будут присутствовать на экзаменах, просто будут присутствовать на экзаменах, чтобы удостовериться, что люди не списывают, что учителя не решают задачки и раздают ученикам. Ну, как это раньше было, да, было такое при БАКе. Поэтому в этом году мы идем вот по такой модели, где мы очень предметно посмотрели, в каких районах есть системные проблемы. Гагаузия к ним относится или нет? Нет, Гагаузия в хорошей зоне, в принципе, сопоставимы результаты бакалавра и 9 класса, поэтому это не означает, что в каких-то индивидуальных случаях что-то не происходит, но мы не видим какой-то системной фальсификации. А вот 8 районов мы видим такое, и поэтому там вот будет присутствовать... Только в этих 8 районах, да? Да, в этом году, да. Но в перспективе министерство планирует сделать то же самое на гимназическом цикле, как и на бакалавре, я правильно понимаю? Ну, мы еще над этим подумаем, посмотрим, какие будут результаты вот такого типа мониторинга через людей, которые присутствуют на самом экзамене. Конечно, логистически это непросто. Для того, чтобы покрыть вот эти 8 районов, нам будет нужно найти где-то 500 человек, которые 4 раза будут выезжать до Окницы, до Дроки и на каждом экзамене присутствовать. Поэтому это административно совсем не просто. Но если это себя покажет хорошо, будем думать, в следующем году будем делать то же самое в этих же районах, в других. Посмотрим. То, что покажут данные, то и будем делать. Что касается, ну, скажем так, фигурирует или циркулирует информация о том, что в лицейское звено, в лицейский цикл будут приниматься только те, у которых балл соответствует определенному уровню, не ниже 6. Да, мы приняли уже это решение. Это решение уже со следующего года, оно или как? Да, с этого года. То есть для подачи в 10 класс в сентябре. 2024 года, ну, получается сейчас. Хорошо, а какую задачу вы пытаетесь этим решить? Или какую проблему устранить, скажем так? Проблема следующая, что, к сожалению, ребята, которые с 5 и 6 идут в лицей, потом БАК не сдают и, в принципе, 3 года теряют без диплома и без профессиональных навыков, которых им бы помогли пойти на работу. Мы посмотрели статистику. Опять-таки, мы, когда принимаем решение, смотрим статистику. И статистика следующая. Из всех тех, у которых была 5, 6 на экзамене математики в 2020 году, в 9 классе, и которые поступили в лицей, сдали БАК по математике только 14%. То есть больше 4 из 5 БАК по математике не знали. Что это значит? Что они 3 года проучились в лицее. Диплома у них нет. И не будет. А государство тратило на это деньги, да? Проблема не в том, что государство тратило деньги. Потому что если человек выбирает идти в профессиональную школу, государство еще больше тратит. Потому что профессиональная школа – это всегда и казарь. Проживание, да. Плюс мы даем стипендию, когда идут люди в профессиональной школе и так далее, которые мы ежемесячно. То есть дело не в деньгах, а дело в том, что, в принципе, человек, исходя из своей компетенции, выбрал неправильный для себя эдукационный путь. И мы считаем, что намного лучше было бы, если человек пошел бы в колледж, либо в профессиональную школу, хотя бы выучил какое-то ремесло, если это мы говорим про профессиональную школу, либо было бы ближе его к навыкам, к тому, что запрашивает экономическая среда, и мог бы после этого, даже если он не хочет и нет у него возможности учиться в университете, хотя бы пойти квалифицированно на рабочий рынок. А то, что происходит сейчас, что, к сожалению, определенное число учащихся, они идут в лицей, и лицей, его цель
более теоретически подготовить. Цель, конечно, чтобы люди, которые идут в лицей, поступили в университет и так далее. Это немножко более в академическое русло, либо профучилище. Поэтому для нас важно, чтобы правильно ребята ориентировались после 9 класса, куда им идти, и в этом цель. И также, конечно, я думаю, если мы вот немножко планку повысили, это будет стимулировать также, чтобы больше учиться и преподавать, и сделать дополнительные усилия, чтобы все-таки, ну, хотя бы в гимназическом звене 5,5 добиться. И нужно еще понимать, как работает эта планка. Она связана не только с результатами на самом экзамене. Это не и медиа-адмитеры. Остальные медиа-экзамен. Это не проходной балл, вы имеете? Это не... Это то есть не средний для проходного, что вы? Или это минимальный? Что? Не, смотрите. Чтобы пойти в 10 класс, нужно, чтобы балл прохождения медиа-адмитеры. Проходной балл был выше 6. Проходной балл состоит из 2 компонентов. Результаты на экзамене и результаты в классе. То есть человек, у которого меньше 6 проходной балл, это, наверное, кто-то, кто в экзамене набрал 5. И в самих уроках тоже очень маленькие оценки. Потому что может быть такая ситуация, когда у тебя на уроках 7, и экзамен 5, и в среднем 6. То есть это реально учащий, у которого не было результатов ни на экзамене, ни средний балл в школе как таковой. Да, поэтому это не просто 6 на экзамене, это может быть 5 на экзамене и 7. Понятно. И это общий балл по школе, понял. У меня буквально еще пару вопросов было. Значит, малокомплектная школа. Была в свое время проведена та самая реформа оптимизации, ее называли, да, то есть как бы дальше с этим как обстоят дела? Потому что до сих пор остается очень много школ, которые не укомплектованы до того уровня, который они могли бы. Как это проблема? Министерство видит эту проблему или? Во-первых, начнем с того, что люди очень редко понимают, насколько много таких школ. На самом деле их много. В Молдове школ, в которых меньше 50 учащихся, 100. Меньше 100 – 300. То есть каждая 4-я школа в Молдове на данный момент имеет меньше 100 учеников. 100 учеников – это 10 в 1 классе, 0 во 2, 20 в 3, 5 в 4 и так далее. Конечно, с нашей точки зрения, в таких типов школ качество образования не удовлетворительное. Часто и бытует такое мнение, что когда мало детей в классе, у учителя больше времени есть, чтобы уделить этим детям. Но в Молдове малое количество учеников всегда коррелирует с очень большим дефицитом преподавателей. Правило в Молдове, что если школа маленькая, обычно и преподавателей нет. Поэтому и качество страдает так, как оно страдает. Теперь еще одна вещь, которую важно знать, и мало кто понимает. Министерство не может реорганизовать какие-то школы. Мы не учредители школ. Мы не открываем школы, мы не закрываем школы. Мы не реорганизовываем школы. Это право и респонсабилитет местных властей на районном уровне. То, что мы можем сделать, и мы делаем вот через эту сетку образцовых школ, это создать стимулянт для родителей, если они хотят, чтобы у них была бы возможность пойти в ближайшую школу, где более хорошее качество образования. И мы будем и дальше идти по этому стимулятивному методу, где мы будем предоставлять определенные возможности, и родители, в принципе, будут решать для себя, что они считают, что лучше для их детей. Ну и, наверное, последний вопрос, господин министр, это
реформа высшего образования была проведена, на каком этапе она и, скажем так, что еще предстоит сделать? Ну, мы в последние 2 года больше 25 миллионов евро вложили в наше высшее образование. Проходит очень активная модернизация наших высших образовательных учреждений. Открывал вот недавно проект на 3,5 миллиона евро в техническом университете, 2 миллиона евро в медицинском университете, государственный университет. В этом году мы полностью ремонтируем 2 доукамини. Общежития. 2 общежития в государственном и в педагогическом университете для будущих педагогов. И большая цель в этом году суметь этот проект, который у нас сейчас есть на более 40 миллионов евро, еще продлить DXTeens. Продлить, да. Продлить, расширить на еще где-то 25-30 миллионов. И мы очень активно сейчас общаемся со Всемирным банком, чтобы до июля этого года было бы принято решение, что вот еще 25 миллионов будет инвестировано, начиная с 2025 года в наши учебные заведения. Сама абсорбция некоторых университетов, которая произошла, и исследовательных институтов, которая произошла. Абсорбция, вы имеете в виду объединение, да? Да, довольно хорошо себя показала. Я думаю, результат, особенно в техническом университете, очень хороший по абсорбции аграрного университета, где был очень большой бардак с менеджментом, проблемы с дипломами и очень большая разных других проблем, которые сейчас после изменения менеджмента их больше не стало, и мы видим и заинтересованность внешних партнеров вложиться в кампус аграрного университета. Там открылся новый колледж, есть новая программа мастера для агробизнеса, число учащихся на ветеринарной медицине увеличивается. Вот сейчас 500 гектаров земли будет предоставлено для технического университета. Я видел, как выглядела ферма, которая была до этого в аграрном университете, как она сейчас выглядит и так далее. То есть там есть хорошая реальная динамика и очень ощутимый результат. Да. Господин министр, я благодарю вас, что нашли время и ответили на наши вопросы. Большое спасибо за приглашение, за то, что вы приехали в Кишинев. Всегда рада, да. Спасибо большое. Дом министра Володимир Цимерск.